Вашему сыну, Сергей Николаевич, прямая дорога в ПТУ, если он вообще сможет окончить хотя бы 9 классов. Слова учительницы падали в звенящую тишину кабинета, как тяжелые камни, пока 30 пар родительских глаз с брезгливым любопытством изучали мой перепачканный штукатуркой комбинезон. Я стоял у школьной доски, физически ощущая запах дешевого мела, чужого превосходства и того липкого, въедливого страха, который эта женщина месяцами вбивала в моего ребенка. Меня зовут Сергей Власов. Мне 38 лет. Официально для налоговой инспекции, деловой прессы и совета директоров я учредитель и мажоритарный акционер крупнейшего в регионе строительного холдинга. Человек, чьими бетонными коробками, торговыми центрами и элитными жилыми комплексами застроена половина области. У меня на счетах сумма с 9 нулями, личный водитель, которого я отправил в бессрочный отпуск, и огромный загородный дом, где я не появлялся уже больше полугода. Но прямо сейчас, в этом душном классе престижной гимназии, я просто нищий работяга с окраины. Отец-одиночка, который перебивается случайными шабашками. Грязь под моими ногтями настоящая. Усталость в плечах, оттягивающая руки вниз, тоже. Я сам выбрал эту игру. И до сегодняшнего вечера я искренне верил, что она спасет моего сына от того фальшивого пластикового мира, в котором едва не задохнулся я сам. Все началось 2 недели назад. Стоял гнилой, беспросветный ноябрь. Тот самый месяц, когда город окончательно теряет свет, превращаясь в черно-белое кино с плохим звуком. Мы жили в съемной однушке на окраине спального района. Я специально выбрал этот дом. Обычная серая панелька. Во дворе вечно не хватает мест для парковки, у подъезда пахнет сырым подвалом и кошками, а за окном круглые сутки монотонно гудит оживленное шоссе. Моя старая Нива, купленная с рук за копейки, идеально вписывалась в этот пейзаж. Я сидел на тесной кухне. Гудел старый холодильник. По стеклу сползали грязные капли дождя, размывая оранжевый свет уличных фонарей. На столе остывал растворимый кофе в треснувшей кружке. В соседней комнате за хлипкой дверью, в абсолютной тишине, делал уроки мой 9-летний сын Матвей. Матвей рос тихим мальчиком. После смерти матери он замкнулся, стал слишком взрослым для своих лет. Он никогда ничего не просил. Не устраивал истерик в магазинах игрушек, не требовал новые кроссовки или последнюю модель телефона. И именно это пугало меня больше всего. Я видел, как дети моих бизнес-партнеров превращаются в избалованных потребителей, измеряющих людей брендами и ценниками. Я с ужасом наблюдал, как 10-летние подростки хамят прислуге и воротят нос от еды в ресторанах. Я не хотел такой судьбы для своего сына. Я хотел, чтобы он знал цену хлеба, знал, как тяжело даются деньги, чтобы он уважал труд и видел в людях людей, а не их кошельки. Поэтому я передал оперативное управление холдингом доверенным лицам, заморозил счета для личного пользования, переоделся в робу и пошел работать руками. Я взял объект — восстановление старой купеческой усадьбы за городом. Месил раствор, клал кирпич, дышал пылью. А вечерами возвращался в нашу панельку, ужинал макаронами с сосисками и проверял математику. Мне казалось, я все делаю правильно. Но в тот ноябрьский вечер тишина за дверью стала невыносимой. Я встал из-за стола и тихо приоткрыл дверь в комнату. Матвей сидел за письменным столом. Настольная лампа выхватывала из полумрака его худенькие плечи. Он не писал, он просто смотрел в открытую тетрадь, а по его щекам катились слезы. Беззвучные, тяжелые слезы.
Он стирал их рукавом старой толстовки, чтобы не оставить мокрых следов на бумаге. В груди что-то оборвалось. Я шагнул к нему, положил тяжелую, шершавую от работы руку на его плечо. «Моти, сынок, что случилось?» Он вздрогнул. Поспешно вытер лицо ладонями и натянул ту самую искусственную улыбку, от которой мне всегда становилось тошно. «Ничего, пап, просто задачка сложная. Не сходится ответ». Он врал. Мой честный и прямой мальчик смотрел мне в глаза и врал. Я не стал давить. Я знал, что если надавлю сейчас, он закроется наглухо, как раковина-жемчужница. Я погладил его по вихру на макушке, сказал пару успокаивающих слов, велел ложиться спать и вышел. Ночью, когда он наконец уснул, я зашел в ванную, чтобы забросить в стирку его школьные вещи. Сезон отопления уже начался, батареи шпарили так, что воздух казался сухим и колючим. Я вытаскивал мелочь из карманов его школьных брюк. Достал проездной, несколько монет, фантик от конфеты и скомканный клочок тетрадного листа. Я развернул его. Неровным, детским почерком, с сильным нажимом синей ручки там было написано: «Твой батя — бомж. Вали из нашего класса, нищеброд». Слова ударили под дых. Я прислонился спиной к холодному кафелю стены, чувствуя, как внутри поднимается темная ледяная волна. Мой сын. Мой Матвей. Наследник империи, о которой эти писаки даже не подозревают, ежедневно глотает эту грязь. Я вышел в коридор. Осторожно, стараясь не скрипеть половицами, подошел к его куртке и достал из внутреннего кармана простенький смартфон. Я знал пароль. Я редко проверял его переписки, считая это нарушением личных границ. Но сейчас правила игры изменились. Я открыл мессенджер. Школьный чат класса. Чат, в котором не было учителей, только дети. Я начал листать вверх. То, что я увидел, заставило мои пальцы побелеть от напряжения. Фотография Матвея, из-под-тишка сделанная на перемене. Он ест яблоко, сидя в углу коридора. Подпись: «Смотрите, бомжонок питается». Десятки смеющихся смайликов. Аудиосообщение от какого-то мальчика. «Моя мама сказала, что твой папа унитазы чистит. Вы вообще моетесь дома? От тебя воняет». Ответы Матвея редкие, короткие. Он пытался защищаться. Он писал: «Мой папа строитель. Он строит дома». В ответ только новые волны насмешек. Но дети редко бывают жестоки сами по себе. Детская жестокость — это всегда отражение взрослых. Они как губки впитывают то, что слышат на кухнях, в салонах дорогих машин по пути в школу, и то, что транслируют им те, кто имеет над ними власть. Я открыл приложение госуслуги, перешел в электронный дневник. Открыл вкладку с оценками. По русскому языку и литературе, которые вела их классный руководитель Валентина Петровна Журавлева, у Матвея стоял чистокол из троек и двоек. Я посмотрел комментарии к оценкам. Грязно в тетради. Не подготовился к ответу. Витает в облаках. Валентина Петровна Журавлева. Заслуженный учитель. Женщина старой закалки с высокой прической, проклеенной лаком, и строгим оценивающим взглядом. Когда я пришел устраивать Матвея в эту гимназию, по месту нашей фальшивой прописки, она смотрела на мои потертые ботинки так, словно я принес в ее кабинет инфекцию. Я налил себе стакан холодной воды из-под крана. Выпил залпом. Мозг, привыкший просчитывать многомиллионные сделки и поглощения конкурентов, мгновенно перестроился в боевой режим. Мне нужны были доказательства. На следующий день я установил на телефон Матвея программу родительского контроля с расширенными функциями. Я хотел слышать, что происходит в классе. Я хотел знать врага в лицо. И я узнал.
2 дня спустя я сидел в своей пыльной Ниве возле стройки. Рядом на пассажирском сиденье дремал приблудный пес Каштан, которого я подкармливал тушенкой. Я надел наушники и включил запись с телефона сына, сделанную на уроке математики. В наушниках зашуршало. Раздался скрип стульев, и затем голос Журавлевой. Мягкий, вкрадчивый, но пропитанный ядом. «Матвей, ты снова забыл сдать деньги на рабочие тетради. Твоя фамилия единственная в списке должников». Голос моего сына тихий, дрожащий. Папа сказал, что переведет вечером. «Вечером», — усмехнулась учительница, так, чтобы слышал весь класс. «Передай папе, что мы не можем ждать его зарплаты. У нас приличная школа, Матвей. Мы не можем тормозить учебный процесс из-за того, что кто-то не умеет планировать свой скромный бюджет. Садись. 2 за домашнюю работу». «Но я все решил», — решил он. «У тебя в тетради грязь, как на стройке у твоего отца. Садись», — я сказала. «Дети, открываем страницу 45». Я сорвал наушники. Каштан проснулся и тревожно заскулил, почувствовав мое состояние. Я закрыл лицо руками, вдыхая запах бензина и бетонной пыли, въевшейся в рукава куртки. Я вспомнил своего отца, дядю Колю. В суровые 90-е он работал дворником, выходил в метель в 4 утра с тяжелым железным скребком. Звук этого скребка по обледенелому асфальту до сих пор живет в моей памяти. Он рвал жилы, чтобы купить мне нормальные ботинки, чтобы в школе надо мной не смеялись. Он возвращался домой с обмороженными руками, прятал их в карманы старого пуховика и улыбался. Улыбался, потому что любил меня. И я помню, как однажды учительница в моей старой школе брезгливо поморщилась, узнав, кем работает мой отец. Это чувство жгучего стыда, а затем и ярости, сделало меня тем, кто я есть. Эта ярость заставила меня грызть гранит, поступать в университет, открывать первый бизнес, падать, разбиваться в кровь и снова вставать. Но сейчас я не мог позволить, чтобы эта система сломала моего сына. Я не для того создавал свою империю, чтобы какая-то озлобленная на жизнь женщина с комплексом вахтера уничтожала самооценку моего ребенка. Я достал из бардачка другой телефон, тот самый, который всегда лежал выключенным. Аппарат премиум-класса с зашифрованным каналом связи. Зажал кнопку питания. Экран засветился ровным холодным светом. Я нашел в контактах номер Руслана Тимуровича, главы юридического департамента моего холдинга. Человека, который мог вытащить компанию из любой налоговой проверки и разорвать конкурентов в суде. Гудки шли недолго. «Слушаю, Сергей Николаевич». Голос Руслана был спокоен, как поверхность лесного озера. «Руслан, мне нужно полное досье на гимназии номер 14. Кто директор, какие фонды, кто спонсоры, куда идут бюджетные деньги. Особое внимание — классный руководитель 4 Б, Журавлева Валентина Петровна. Выверни ее жизнь наизнанку. Счета, кредиты, жалобы родителей — все. Сроки?» — коротко спросил юрист, не задавая лишних вопросов. «Вчера. И еще одно. В эту пятницу у них общешкольное родительское собрание. Подготовь пакет документов. Я хочу, чтобы к вечеру пятницы эта школа принадлежала мне не только фигурально, но и юридически. Оформи целевое пожертвование на развитие гимназии от нашего холдинга. Сумму определи сам, чтобы у директора остановилось сердце от радости». «Понял, будет сделано». Я отключил телефон и бросил его на соседнее сиденье. Почесал Каштана за ухом. Пес благодарно лизнул мои загрубевшие пальцы. До пятницы оставалось 3 дня. 3 дня, в течение которых я продолжал носить свою маску. Я ездил на объект, таскал мешки с цементом, пил дешевый кофе на сквозняке.
Я наблюдал, как Матвей по утрам, сутулившись, идет к школьным дверям, словно на эшафот. Каждое утро мое сердце сжималось, но я знал, что хирургическое вмешательство всегда болезненно. Чтобы вырезать опухоль, нужно дождаться правильного момента. Наступила пятница, конец рабочей недели. На улице подморозило, лужа стянула тонким белым льдом. Вечером я зашел домой, стянул грязные ботинки в прихожей. Матвей сидел на диване с книгой. «Собирайся, сынок», — сказал я, глядя в его удивленные глаза. «Куда, пап?» «Сегодня родительское собрание. Ты пойдешь со мной». «Но детям туда нельзя. Там будут только взрослые. И Валентина Петровна ругаться будет». «Не будет», — я жестко улыбнулся. «Сегодня мы играем по моим правилам». Я не стал переодеваться. Я остался в том же рабочем комбинезоне, на коленях которого застыли белесые пятна штукатурки. Я надел потертую куртку. Мы вышли из подъезда на последний к Старой Неве. Мы пошли на автобусную остановку. Я хотел пройти этот путь до конца. Я хотел почувствовать то же, что чувствуют тысячи обычных людей каждый день. Мы зашли в переполненный автобус. Пахло мокрой шерстью, перегаром и чужой усталостью. Мы ехали в молчании. Матвей крепко держал меня за руку. Когда мы подошли к гимназии, двор был заставлен дорогими машинами. Темные внедорожники, блестящие седаны бизнес-класса. Возле крыльца кучковались родители. Ухоженные женщины в дорогих пальто, мужчины с ключами от машин в руках. Они смеялись, обсуждали отпуска, курсы валюты и репетиторов. Мы прошли сквозь эту толпу. Разговоры стихали по мере нашего приближения. Взгляды скользили по моей рабочей одежде, по дешевой куртке Матвея. В этих взглядах читалось брезгливое удивление. Словно мы ошиблись дверью и случайно зашли в закрытый клуб. Охранник на входе, тучный мужчина с кроссвордом, преградил мне путь. «Мужчина, вы куда? У нас собрание. Родителям с детьми нельзя». Я посмотрел на него. Просто посмотрел, не меняя выражения лица. Тем самым взглядом, которым я смотрел на подрядчиков, сорвавших сроки сдачи объекта на 1 миллиард рублей. Охранник сглотнул, опустил глаза и молча отошел в сторону. Мы поднялись на 2-й этаж. Кабинет математики. Светлые стены, новые парты, интерактивная доска. В классе уже было полно людей. Родители рассаживались за парты своих детей. Я провел Матвея к его парте, на самом последнем ряду, в углу, у окна. Мы сели вдвоем за детскую парту. Я чувствовал, как десятки глаз сверлят мою спину. В воздухе повисло тяжелое, вязкое молчание. Дверь открылась, и в класс вошла Журавлева. В строгом деловом костюме, с папкой в руках. Она величественно прошествовала к учительскому столу, положила папку и окинула класс взглядом хозяйки положения. Ее взгляд остановился на мне. Тонкие губы сжались в брезгливую линию. «Сергей Николаевич», — произнесла она ледяным тоном. «Я, кажется, ясно писала в родительском чате. Присутствие детей на собрании строго запрещено. Мы обсуждаем организационные и финансовые вопросы. Матвею здесь не место». Я не встал. Я спокойно откинулся на спинку детского стула, который жалобно скрипнул под моим весом. «Матвей останется здесь, Валентина Петровна. Он имеет право знать, сколько стоит его образование». По классу прокатился шепоток. Родительский комитет, 3 мамы с идеальными укладками, сидящие на первом ряду, возмущенно переглянулись. «Вы срываете мне собрание, Власов!» Голос учительницы стал на октаву выше. «Мало того, что вы систематически игнорируете нужды класса, не ждаете деньги на ремонт кулера и подарки администрации, так вы еще и являетесь в школу в таком неподобающем виде. Это неуважение к гимназии и неуважение к другим родителям». Она обвела рукой класс, призывая зрителей в свидетели. Кто-то из отцов на 2-м ряду хмыкнул и громко сказал: «Действительно, мужчина, вы бы хоть переоделись». Тут приличные люди собрались.
От вас стройкой несет». Я медленно поднялся, положил руку на плечо сына. Он дрожал. Мой вид, Валентина Петровна, это вид человека, который работает руками. Честный труд не бывает неподобающим. А вот то, что происходит в этом классе на протяжении последнего полугода, бывает. Журавлева вспыхнула. Красные пятна пошли по ее шее. «Да как вы смеете? Я 25 лет в профессии. Вы маргинал, Власов. Вашему сыну, Сергей Николаевич, прямая дорога в ПТУ, если он вообще сможет окончить хотя бы 9 классов. С его способностями и вашей социальной безответственностью ему нечего делать в нашей гимназии». Вот мы и вернулись к этому моменту. Слова упали, как камни. Тишина стала абсолютной. Я выдержал паузу. Долгую, тяжелую паузу, глядя прямо в глаза этой женщине, упивающейся своей безнаказанностью. Затем я сунул руку во внутренний карман рабочей куртки. И вместо дешевого кнопочного аппарата, который они все ожидали увидеть, я достал свой зашифрованный смартфон. Я разблокировал экран и нажал одну кнопку. Вызов последнего номера. Включил громкую связь и положил телефон на край парты. Тишину класса нарушили 2 длинных гудка. Затем раздался спокойный, уверенный голос моего юриста. «Слушаю, Сергей Николаевич. Все готово. Аркадий Ильич уже предупрежден и ждет ваших указаний». «Начинаем, Руслан», — тихо сказал я. «Пусть директор поднимается в кабинет номер 24». Я нажал отбой. Журавлева смотрела на телефон, потом на меня. В ее глазах промелькнула первая, пока еще неосознанная тень тревоги. «Что это за спектакль, Власов? Какого директора вы...» Она не успела договорить. В коридоре раздался быстрый тяжелый топот. Дверь кабинета распахнулась с такой силой, что ударилась о стену. На пороге стоял директор гимназии Аркадий Ильич. Человек, которого я знал лично. Человек, которому мой холдинг 5 лет назад полностью оплатил строительство нового спортивного комплекса с бассейном. Директор был бледен как мел. На его лбу блестели крупные капли пота. Он тяжело дышал, сжимая в руках какую-то папку. Его бегающий взгляд обвел класс и мгновенно остановился на мне. Человеке в грязном комбинезоне, стоящем на последнем ряду. Сергей Николаевич, директор гимназии, человек, перед которым трепетали все учителя и родители, внезапно согнулся в подобострастном полупоклоне. Его голос дрожал. «Ради Бога, простите, я был не в курсе ситуации. Мы все уладим, сию же минуту». В классе повисла такая тишина, что было слышно, как гудят лампы дневного света под потолком. Родители, сидевшие за партами, замерли, как восковые фигуры. Журавлева медленно опустилась на свой стул, не сводя расширенных от ужаса глаз с директора, а затем с меня. И тогда я сделал шаг вперед. В своих тяжелых, перепачканных цементом ботинках, бромко ступая по идеальному линолеуму, за который эти родители сдавали по 10 тысяч рублей. «Здравствуйте, Аркадий Ильич», — сказал я ровным, холодным тоном. «Рад, что вы так быстро отреагировали. А теперь давайте обсудим качество образовательных услуг в вашем учебном заведении. У нас, кажется, накопилось много вопросов». Слова повисли в сухом, перегретом воздухе кабинета. Лампы дневного света под потолком издавали тихий, монотонный гул, который сейчас казался оглушительным. Аркадий Ильич, грузный мужчина с одышкой, судорожно комкал в руках кожаную папку. Его взгляд метался между мной и Валентиной Петровной. На его лбу блестела испарина, которую он даже не пытался вытереть. Запах его дорогого одеколона смешался с кислым запахом старческого страха. «Сергей Николаевич,
Директор сглотнул, и его кадык дернулся над тугим узлом галстука. «Я умоляю вас. Произошла чудовищная ошибка, недоразумение. Если бы я только знал, что Матвей ваш сын, мы бы обеспечили совершенно другой подход, индивидуальный». Журавлева медленно поднялась со своего места. Ее лицо пошло красными пятнами, высокая прическа, казалось, растрепалась от одного только напряжения в комнате. Она отказывалась верить в происходящее. Ее мозг, привыкший к четкой иерархии, где власть измерялась маркой автомобиля и должностью в родительском комитете, давал сбой. «Аркадий Ильич, что происходит?» Ее голос сорвался на хрип. Она попыталась изобразить возмущение, но вышло жалко. «Вы извиняетесь перед этим маргиналом? Он же строитель. Он мне на ремонт кулера 2000 рублей сдать не может. Он хамит мне в моем собственном классе». Директор гимназии резко обернулся к ней. В его глазах полыхнула такая неприкрытая, животная ненависть, что Журавлева невольно отшатнулась к школьной доске, едва не стерев спиной написанные мелом уравнения. «Замолчите, Валентина Петровна», — прошипел он сдавленно, но так громко, что вздрогнули родители на первых партах. «Закройте свой рот и не смейте произносить ни слова. Вы хоть понимаете, кто перед вами стоит? Вы понимаете, чьими деньгами оплачен ремонт крыши в прошлом году? Кто построил новый спортивный комплекс, за который вы получили премию в сентябре?» В классе началось какое-то странное, ползучее движение. 30 взрослых, состоявшихся людей вдруг стали уменьшаться в размерах. Мужчина во втором ряду, который 5 минут назад советовал мне переодеться, медленно сполз по стулу вниз, пытаясь стать невидимым. Мамочки из родительского комитета перестали дышать. «Это Сергей Николаевич Власов». Каждое слово директора падало в толпу, как свинцовая гиря. «Учредитель и глава строительного холдинга. Главный меценат нашего района. Человек, которому эта школа обязана половиной своего бюджета». Тишина стала такой плотной, что ее можно было резать ножом. Я смотрел на лица этих людей, лица тех, кто еще вчера брезгливо отворачивался от моего Матвея. Тех, кто обсуждал нас на своих уютных кухнях, пока их дети строчили издевательства в мессенджере. Сейчас на их лицах читался первобытный ужас. Ужас не перед справедливостью, а перед силой. Перед капиталом, который мог раздавить их привычный, комфортный мирок одним щелчком пальцев. И это осознание вызывало во мне тошноту. Я не чувствовал триумфа. Я чувствовал только глубокую, черную тоску. Русская тоска, о которой так любят писать классики. Это когда ты находишь правду, но от этой правды становится только гаже. Я повернул голову к сыну. Матвей сидел за последней партой. Он больше не дрожал. Его большие, не по годам серьезные глаза были широко открыты. Он смотрел на меня снизу вверх, и в этом взгляде не было страха. В нем было робкое, просыпающееся чувство защищенности. То самое чувство, которое я обязан был дать ему с самого рождения. В коридоре послышались уверенные чеканные шаги. Дверь кабинета снова открылась, и на пороге появился Руслан Тимурович, мой адвокат. На нем был безупречно скроенный темно-синий костюм, белоснежная рубашка и галстук, стоимость которого превышала годовую зарплату классного руководителя. В руках он держал толстую папку из плотного матового картона. Он окинул класс холодным, цепким взглядом профессионального хищника, кивнул мне и прошел к учительскому столу. Встал рядом с побелевшей Журавлевой, открыл папку и достал стопку распечатанных листов. «Добрый вечер!» Голос Руслана был лишен каких-либо эмоций. Это был голос системы, которая пришла выносить приговор.
Аркадий Ильич, здесь копии документов. Аудит благотворительного фонда школы за последние 3 года. Распечатки банковских переводов на личные карты членов родительского комитета. А также, он сделал паузу, доставая отдельный файл, нотариально заверенные скриншоты из детских чатов и скрытая аудиозапись с уроков математики, где педагог Журавлева занимается прямым психологическим насилием над несовершеннолетним. Журавлева покачнулась. Она схватилась дрожащей рукой за край стола. Мел посыпался с деревянной подставки на ее дорогие туфли. «Это незаконно», — пролепетала она, глядя на адвоката. «Вы не имели права меня записывать. Я буду жаловаться. Я заслуженный учитель». «Вы будете искать хорошего адвоката, Валентина Петровна», — равнодушно парировал Руслан, кладя листы на стол. «Статья 156 Уголовного кодекса. Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением. Плюс вымогательство, замаскированное под добровольное пожертвование. Заявление в прокуратуру, Министерство образования и Следственный комитет уже готовы. Они лежат в моей машине. Им не хватает только подписи Сергея Николаевича». И тут произошло то, чего я ждал меньше всего, но что так характерно для нашей человеческой природы. Плотина прорвалась. Как только родители поняли, что власть сменилась, что Журавлева больше не хозяйка положения, а тонущий корабль, крысы побежали. Первой вскочила женщина с 3-го ряда, та самая, чей сын активнее всех травил Матвея в чате. «А я давно говорила!» — истерично выкрикнула она, прижимая руки к груди. «Вы посмотрите, что она творит! Валентина Петровна занижала моему ребенку оценки по литературе, пока мы не наняли ее же в качестве репетитора за 3000 в час! Это же настоящее вымогательство!» «И не только вам!» — подхватил мужчина с лысиной, сидевший у окна. «Моя дочь плакала каждый вечер. Журавлева при всем классе обсуждала, что мы купили ребенку прошлогоднюю модель телефона. Мы молчали, потому что боялись, что она загнобит девочку до конца начальной школы. Класс взорвался. Люди вскакивали со своих мест, перебивая друг друга. Вдруг выяснилось, что в этой образцовой гимназии за красивым фасадом скрывался настоящий концлагерь для детских душ. Годы унижений, скрытых поборов, любимчиков и изгоев. Все эти успешные менеджеры, владельцы малого бизнеса, чиновники средней руки, все они терпели это скотство, потому что так было принято. Потому что это престижная школа. Потому что Валентина Петровна дает сильную базу. Потому что не надо высовываться. А теперь они рвали ее на части. Журавлева стояла у доски, закрыв лицо руками. Ее плечи тряслись. Она больше не была ни заслуженным учителем, ни вершителем судеб. Она превратилась в жалкую, раздавленную женщину, чей карточный домик рухнул от одного порыва ветра. Я смотрел на эту вакханалию, и чувство тошноты только усиливалось. Я поднял руку, призывая к тишине. Шум стих мгновенно, словно кто-то повернул ручку громкости на минимум. «Хватит», — сказал я глухо. «Вы ничем не лучше ее. Вы полгода наблюдали, как моего сына смешивают с грязью. Вы читали сообщения ваших детей. Вы давали им на это молчаливое согласие. Вы покупали им дорогие игрушки, но забыли объяснить, что такое элементарная человечность». Я подошел к парте Матвея. Протянул ему свою огрубевшую мозолистую руку. «Пойдем, сынок, нам здесь больше нечего делать». Матвей вложил свою маленькую теплую ладошку в мою. Мы вышли из-за парты и направились к двери. Толпа расступалась перед нами, как перед прокаженными. Только теперь это был не брезгливый страх, а страх благоговейный. Когда мы поравнялись с директором, я остановился. «Аркадий Ильич, жду вашу Валентину Петровну в вашем кабинете. Через 10 минут. Руслан, проследи, чтобы они никуда не делись». «Будет сделано», — кивнул юрист. Мы с Матвеем вышли в пустой гулкий коридор. Здесь пахло мастикой для пола и выпечкой из школьной столовой.
Обычные запахи детства, которые для моего сына оказались отравлены. Мы спустились на первый этаж в полном молчании. Я отвел его в фойе, где сидел побледневший охранник. «Подожди меня здесь, Мотя, я быстро». Матвей кивнул и сел на кожаный диванчик для посетителей. Я посмотрел на него. В свои 9 лет он выглядел старше многих взрослых, оставшихся в том кабинете. Я развернулся и медленно пошел по лестнице наверх в святая святых этой школы. Кабинет директора. Пришло время выносить приговор, и этот приговор должен был поставить точку в истории, которая началась много лет назад в заснеженном дворе под звук скребка моего отца. Кабинет директора находился на 3-м этаже. Тяжелая дубовая дверь, табличка с золотыми буквами. Я не стал стучать, просто нажал на ручку и вошел. Внутри пахло корвалолом и дорогой кожаной мебелью. Аркадий Ильич сидел за своим массивным столом, обхватив голову руками. Журавлева ютилась на краешке стула для посетителей, сжимая в руках скомканный носовой платок. Возле окна, скрестив руки на груди, стоял Руслан Тимурович. Он был похож на статую правосудия, слепую, холодную и неотвратимую. Как только я вошел, директор попытался встать, но ноги его не держали, и он тяжело рухнул обратно в кресло. «Сергей Николаевич», — начал он дрожащим голосом, — «молчите». Я прошел через кабинет и сел на кожаный диван напротив стола. Жесткая ткань моего рабочего комбинезона скрипнула по дорогой обивки. Я вытянул уставшие ноги в тяжелых ботинках. «Я не собираюсь вести с вами долгих бесед, Аркадий Ильич. Ваш контракт со школой будет расторгнут в понедельник. По собственному желанию. В противном случае Руслан организует здесь такую финансовую проверку, что вы не выйдете из судов до самой пенсии. Вы допустили травлю в стенах своего заведения. Вы закрывали глаза на поборы. Вы больше не педагог. Вы завхоз, который заигрался». Директор побледнел еще сильнее, судорожно глотая воздух, но спорить не посмел. Он слишком хорошо знал правила этого мира. Сильный съедает слабого. Я перевел взгляд на Журавлеву. Она сжалась, словно ожидая удара. Ее лакированная прическа окончательно растрепалась. По щекам размазалась тушь. Сейчас в ней не было ни капли того высокомерия, с которым она заявляла, что моему сыну место в ПТУ. «Что касается вас, Валентина Петровна», — я выдержал паузу, мой юрист подготовил 3 заявления. Одно в прокуратуру, второе в департамент образования, третье — гражданский иск о компенсации морального вреда. Доказательств, которые мы собрали, хватит, чтобы вы получили не просто увольнение по статье, но и волчий билет. Вы больше никогда не сможете работать с детьми. Ни в одной школе страны. Вы потеряете пенсию по выслуге лет. Вы потеряете свою репутацию. Вы станете изгоем. Она всхлипнула. Громко, жалко. Слезы потекли по ее морщинистым щекам, капая на шелковый шейный платок. «Простите меня», — прошептала она, не поднимая глаз. «Я не знала. Я думала, что вы...» «Что я кто?» Мой голос внезапно сорвался, прорезая тишину кабинета, как бензопила. Я подался вперед, опираясь локтями о колени. «Что я, обычный работяга? Что за меня некому заступиться? Что вы можете безнаказанно уничтожать психику 9-летнего ребенка просто потому, что его отец не ездит на «Мерседесе»?» Я шумно выдохнул, пытаясь успокоить колотящееся сердце. «Вы знаете, кем был мой отец?» — тихо спросил я. Он был дворником. Он чистил снег во дворах, пока вы спали в своих теплых постелях. От него пахло дешевым табаком и потом. И однажды такая же учительница, как вы, сказала мне, что я вырасту неудачником, потому что я сын человека с лопатой. Я запомнил эти слова на всю жизнь. И я дал себе слово, что никто никогда не посмеет смотреть на простых людей сверху вниз. Журавлева плакала, закрыв лицо руками.
Ее плечи судорожно дергались. Я откинулся на спинку дивана и посмотрел на Руслана. Он чуть заметно кивнул. «Но я не собираюсь вас уничтожать, Валентина Петровна», — произнес я медленно. «Уничтожить вас значит стать таким же, как вы. Использовать свою силу ради чужого унижения». Она убрала руки от лица и с недоверием посмотрела на меня красными, опухшими глазами. «Мой холдинг», — продолжил я, — «прямо сейчас открывает большой городской центр психологической помощи подросткам. Мы будем помогать детям, пострадавшим от буллинга в школах, детям из неблагополучных семей, детям, которых система списывает со счетов. Центр будет носить имя моего отца». Я достал из кармана сложенный вдвое лист бумаги и бросил его на стол директора. «Это контракт на 3 года. Вы напишете заявление об уходе из этой гимназии по собственному желанию. И следующие 3 года вы будете работать в моем центре, не учителем. Вы будете администратором на ресепшене. Вы будете встречать этих детей. Вы будете наливать им чай. Вы будете слушать их истории. И ваша зарплата будет равна минимальному размеру оплаты труда. Вы будете жить на те самые деньги, за которые вы презирали меня и моего сына». В кабинете снова повисла тишина. Слышно было только, как тикают настенные часы над дверью. «Это ваш выбор, Валентина Петровна», — сказал я, поднимаясь с дивана. «Либо 3 года искупительного труда в моем фонде, чтобы вы своими глазами увидели, к чему приводит ваша педагогика. Либо завтра утром Руслан Тимурович дает ход всем заявлениям, и ваша жизнь превращается в ад. Решайте». Я не стал ждать ее ответа. Я развернулся и пошел к выходу. Руслан открыл передо мной дверь, и я вышел в коридор, оставив их наедине с их собственными страхами. Я спустился на 1-й этаж. Матвей сидел на диванчике, болтая ногами. Увидев меня, он соскочил на пол и подбежал ко мне. «Все закончилось, пап?» — тихо спросил он, заглядывая мне в глаза. «Все закончилось, Мотя». Я присел перед ним на корточки, не обращая внимания на то, что пачкаю побелкой от штанов дорогой ковер фойе. Я обнял его, крепко прижимая к своей груди. Я чувствовал запах его макушки, запах детского шампуня и чего-то неуловимо родного. «Завтра мы не пойдем в школу. Завтра мы поедем на объект». Каштан соскучился. Сын улыбнулся. Впервые за долгое время это была настоящая, искренняя улыбка. Мы вышли на улицу. Морозный ноябрьский воздух ударил в лицо, выбивая из легких остатки школьной духоты. Мы шли к автобусной остановке. Я держался за руку, чувствуя, как с каждым шагом тяжесть, давившая на мои плечи последние 2 недели, растворяется в темноте вечернего города. Прошло 6 месяцев. Город пережил долгую, изматывающую зиму. Ту самую русскую зиму, которая сначала душит ледяными ветрами, потом заваливает дворы грязным снегом, а к марту превращает улицы в бесконечную серо-коричневую слякоть. Но любая зима однажды заканчивается. Наступил май. Теплый, стремительный, пахнущий свежей листвой и прогретым асфальтом. В воздухе закружился первый тополиный пух. Он летел над проспектами, оседал на лобовых стеклах машин, путался в волосах прохожих и ложился на тротуары белыми, невесомыми сугробами. Глядя на этот пух, я каждый раз вспоминал отца и ту далекую метель из 90-х. Только теперь это был теплый летний снег. Снег, не приносящий холода. Мы с Матвеем стояли во внутреннем дворе старинного 2-этажного особняка из красного кирпича, который мой холдинг полностью отреставрировал за прошедшую зиму. На фасаде здания висела строгая, но заметная табличка: «Городской центр психологической помощи подросткам имени Николая Власова». Имени моего отца. Дворника, который научил меня главному закону жизни. Достоинство человека не измеряется его зарплатой. Я был одет в тот самый строительный комбинезон.
На коленях все еще виднелись застарелые белесые пятна цемента, но сегодня к ним добавились яркие капли зеленой краски. Мы с сыном красили длинную деревянную скамейку в тени раскидистого старого вяза. Рядом, растянувшись на нагретой солнцем тротуарной плитке, мирно спал каштан. Пес заметно округлился на домашних харчах. Его шерсть заблестела, а из глаз ушло то вечное затравленное выражение уличной собаки, ожидающей пинка. Теперь это был уверенный в себе, любимый пес, который знал, что у него есть дом. Наш дом. Я обмакнул кисть в банку, вдыхая резкий, но почему-то приятный запах растворителя и эмали. «Пап, а здесь нужно в 2 слоя красить или в 1?» — спросил Матвей, серьезно сдвинув брови. На его носу красовалось зеленое пятно, а в руках он крепко сжимал валик. «В 2, Мотя», — ответил я с улыбкой, глядя на него. «Первый слой впитывается в дерево, защищает его, а второй уже дает настоящий цвет. Как в жизни, понимаешь? Сначала нужно заложить основу». Сын кивнул, обдумывая мои слова, и принялся старательно раскатывать краску по доскам. Матвей изменился за эти полгода. Он оттаивал медленно, как промерзшая земля. Первые недели после того собрания он просыпался по ночам, ожидая подвоха, ожидая, что кошмар вернется. Но мы много говорили. Мы гуляли по вечернему городу, сидели на кухне нашей съемной однушки, которую я так и не стал сдавать, оставив как своеобразный тайный штаб для нас двоих. Я перевел его в обычную районную школу. Ту самую, кирпичную, 4-этажную, с потертыми ступеньками и запахом булочек с маком в столовой. Там не было интерактивных досок за сотни тысяч рублей и кожаных диванов в коридорах. Зато там были нормальные, живые дети. Те, кто гонял мяч на стадионе после уроков, кто менялся карточками и спорил до хрипоты из-за правил игры в квадрат. Через месяц Матвей впервые привел домой друга, вихрастого мальчишку по имени Лёшка, сына водителя троллейбуса. Они съели кастрюлю макарон по-флотски, перепачкали весь стол кетчупом и 2 часа возились с каштаном на ковре. Слушая их смех из соседней комнаты, я впервые за многие годы почувствовал, как разжимается ледяная пружина где-то в районе солнечного сплетения. А вот судьба тех, кто остался в гимназии номер 14, сложилась иначе. Аркадий Ильич уволился тихо, по собственному желанию, буквально через 2 дня после нашего разговора. Он не стал дожидаться проверок. Забрал свои фикусы, кожаный портфель и исчез. Говорят, сейчас он работает мелким клерком в районной администрации. Перебирает бумаги и старается не смотреть людям в глаза. С Валентиной Петровной Журавлевой все оказалось сложнее и трагичнее. В тот ноябрьский вечер я дал ей выбор. Я искренне верил, что человек, оказавшись на краю пропасти, способен переосмыслить свою жизнь. Что 3 года работы с трудными подростками, которых она так презирала, смогут выдавить из нее эту спесь. Но я недооценил силу гордыни. Она не пришла подписывать контракт. На следующий день она заперлась в своем кабинете и попыталась поднять бунт. Она звонила родителям из комитета, требовала защиты, кричала о том, что ее, педагога с большой буквы, пытаются растоптать грязные олигархи. Но телефонные трубки бросали одна за другой. Никто не захотел тонуть вместе с ней. Те самые люди, которые еще вчера лебезили перед ней, мгновенно открестились от опальной учительницы. Руслан Тимурович пустил в ход все документы. Сработал как хирургический скальпель, без эмоций, точно по инструкции. Заявления легли на столы прокурора и начальника департамента образования. Всплыли истории других учеников, чьи родители вдруг осмелели. Местные журналисты подхватили тему, опубликовав скриншоты тех самых переводов на личные карты и записи унижений на уроках. Журавлеву уволили по статье с позором. Суд признал ее виновной в психологическом насилии и незаконных сборах денежных средств.
Ей дали условный срок, запретили заниматься педагогической деятельностью и лишили надбавок. Гордыня и желчь, которые она копила всю жизнь, в итоге отравили ее саму. Она выбрала публичную казнь вместо тихого покаяния и ушла в пустоту, оставшись в полном одиночестве в своей пустой квартире с лакированной мебелью. Иногда мне было ее жаль. Как жаль любого человека, который сам строит себе тюрьму из собственных предубеждений. Но каждый раз, когда эта жалость подступала к горлу, я вспоминал скомканную записку в кармане моего сына. И жалость уходила, уступая место холодному, спокойному пониманию справедливости. «Пап, а мы завтра на стройку поедем?» Голос Матвея вырвал меня из воспоминаний. Он закончил со своей половиной скамейки и теперь вытирал руки ветошью, испачканной в растворителе. «Завтра воскресенье, сынок. Завтра мы поедем на реку. Поставим палатку, наварим ухи. Каштан давно не бегал по лесу». Я кивнул на спящего пса, который во сне смешно дергал задней лапой, видимо, гоняясь за невидимым зайцем. «Здорово!» — глаза Матвея загорелись. «Алёшку можно взять?» «Нужно. Только скажи ему, чтобы удочку свою прихватил. Мою старую, бамбуковую, я ему не дам. Она счастливая». Матвей рассмеялся. Звонко, свободно. Без той пугающей взрослой оглядки, которая была свойственна ему еще полгода назад. Я положил кисть на край банки и присел рядом с ним на корточки. Ветерок сорвал с вяза горсть тополиного пуха и бросил нам под ноги. «Знаешь, Мотя», — тихо сказал я, глядя ему в глаза, «когда твой дедушка чистил снег в нашем дворе, некоторые люди проходили мимо и отворачивались. Они думали, что если человек носит грязную робу и убирает за другими мусор, значит, он неудачник. Значит, он ничего не стоит». Матвей перестал вытирать руки и внимательно прислушался. Он любил истории про деда Николая. А потом, когда в нашем доме прорвало трубы в подвале кипятком, именно он, обычный дворник, в резиновых сапогах полез по пояс в горячую воду, чтобы перекрыть вентиль. Пока остальные бегали по чистому снегу и звонили в инстанции, он обварил себе ноги, пролежал в больнице 3 недели, но он спас дом от разрушения. Я взял руку сына в свою. Моя ладонь была шершавой от мозолей, которые я не собирался сводить. Сила человека, Матвей, никогда не измеряется тем, на какой машине он ездит или какой у него телефон. Деньги — это просто инструмент. Как молоток или вот эта кисточка. Ими можно построить дом, а можно ударить по пальцам. Настоящая сила — это то, что остается с тобой, когда у тебя забирают все счета, костюмы и должности. Это твоя способность не ломаться под чужой подлостью и твоя способность защитить того, кто слабее. Понимаешь? Сын серьезно кивнул. «Как ты защитил меня тогда в классе?» — тихо сказал он. «Как я всегда буду защищать тебя», — поправил я, обнимая его за плечи. «Но однажды ты вырастешь, и тебе придется защищать себя самому. И не только себя». В здании центра хлопнула дверь. На крыльцо вышли первые посетители, женщина с уставшим, измученным лицом, и угрюмый мальчишка лет 14, прячущий взгляд под капюшоном толстовки. Их встретила молодой психолог, улыбнулась и жестом пригласила внутрь. Завтра здесь закипит настоящая работа. Работа по спасению тех, кого система попыталась выбросить на обочину. Мы с Матвеем закончили красить скамейку. Сложили инструмент в старый ящик. Каштан, почуяв, что пора собираться, лениво потянулся, зевнул во всю зубастую пасть и подошел ко мне, ткнувшись влажным носом в ладонь. Солнце клонилось к закату, заливая двор центра имени Николая Власова мягким оранжевым светом. В этом свете кирпичные стены казались теплыми, живыми. Я смотрел на своего сына, шагающего впереди меня, в перепачканном комбинезоне.
Смотрел на летящий тополиный пух, слушал отдаленный гул вечернего шоссе и впервые за долгие годы чувствовал, что все в моей жизни наконец-то находится на своих местах. Тоска отступила, вместо нее пришла тихая, глубокая радость созидания. Я строитель. И самое важное здание в своей жизни я только начал возводить. Фундамент был залит прочно. Мы вышли за ворота, растворившись в вечернем шуме города, как два обычных человека, честно сделавших свою работу. И нам нечего было скрывать.